Саламатсыздар, бурматтуу телекөрүүчүлөр жана радио угармандар. Биз республикалык штабта пресс борборунун брифинг баштап жатабыз. COVID-19 каршы эмдөө боюнча коммуникациялык кампаниянын жүрүшү тууралуу Республикалык ден соолукту чыңдоо жана массалык коммуникациянын борборунун директору Нурила Алтымышева айтып бермекчи. Здравствуйте, уважаемые телезрители и радиослушатели. Мы начинаем брифинг в Центре республиканского штаба. О ходе коммуникационной кампании по вакцинации COVID-19 расскажет директор Республиканского центра укрепления здоровья и массовой коммуникации Нурила Алтымышева. Вам слово. Уважаемые кыргызстанцы, вот уже второй год подряд мы боремся с коронавирусной инфекцией. В течение этих 2 лет Республиканский центр укрепления здоровья и массовой коммуникации проводит активную работу с населением совместно с медицинскими работниками, волонтерами, общественными, сельскими комитетами здоровья и другими партнерами. В рамках национального плана коммуникации по вакцинации против COVID-19 проводится разъяснительная работа в государственных, в общественных организациях, подведомственных учреждениях областного, района, республиканского уровня. Среди населения о вакцинации и мерах профилактики против COVID-19 через различные каналы коммуникации. Центром разработаны и разрабатываются информационные материалы, плакаты, брошюры, листовки и другие материалы, которые вы видите в общественном транспорте, в торгово-развлекательных центрах, медицинских учреждениях, а также аудиосообщения, которые озвучиваются на рынках, торговых объектах, видеоролики, которые прокручиваются на разных телевизионных каналах, кинотеатрах, LED-экранах с призывом о вакцинации и соблюдением мер профилактики. Также информация по вакцинации продвигается на всех онлайн-платформах, сайтах Сах-Саламат КГ, Республиканский центр укрепления здоровья, сайт Министерства здравоохранения и социального развития, Инстаграм, Фейсбук, Телеграм, Твиттер и другие. Информация предоставляется в различных форматах, в виде постеров, видеороликов, анимационном виде, инфографики, где каждый может скачать информацию и воспользоваться. Сейчас именно тот момент, когда нам надо больше думать и заботиться о своем здоровье, здоровье родных и близких. Мы призываем соблюдать простые санитарные предосторожности. Это социальное дистанцирование, ношение масок, гигиена рук, которые должны стать неотъемлемой частью повседневной жизни каждого из нас и вести здоровый образ жизни. Так как здоровый образ жизни повышает сопротивляемость организма к инфекции, позволяет значительно увеличить продолжительность жизни и улучшить ее качество. Для ведения здорового образа жизни необходимо заниматься физической активностью не менее 30 минут в день, правильно питаться, с включением в рацион больше овощей, фруктов, потребление пищевых продуктов, богатыми белками, витаминами и минеральными веществами. Правильно подобранный рацион обеспечивает организм необходимыми питательными веществами, повышает иммунитет. Хочу отметить, что фактором риска для здоровья является употребление алкоголя и табака. Они негативно воздействуют на ваше здоровье, тем самым повышает риск заражения коронавирусом. Только комплекс мероприятий ведения здорового образа жизни, вакцинации против COVID-19 и соблюдение всех мер профилактики – это необходимые меры в преодолении коронавирусной инфекции. На сегодняшний день количество вакцинированных по республике составляет 29% от целевой группы населения. С 1 по 10 сентября проводится широкомасштабная акция «Вакцинируйся против COVID-19» по всей республике. Просим каждого гражданина республики принять активное участие в данной акции. В рамках национальной инициативы «Кыргызстан. Зеленая зона» наш центр, Республиканский центр укрепления здоровья и массовой коммуникации, официально зарегистрирован в интерактивной карте. Более 74% сотрудников центра вакцинированы против COVID-19. Таким образом вошли в зеленую зону, обезопасив себя и окружающих. Мы призываем государственные организации, бизнес-структуры, гражданское общество объединить усилия
в борьбе против распространения COVID-19 для возвращения нормальной жизни без ковида. Важно помнить, что вакцинация – одно из наиболее значимых достижений в медицине для предотвращения инфекционных заболеваний, а также для формирования коллективного иммунитета. Благодаря коллективному иммунитету и вакцинации мы сможем защитить себя и своих близких. Желаю вам всем крепкого здоровья, берегите себя и своих близких.